В эфире программа «Итоги дня». Расскажу о самых заметных событиях уходящего дня. В студии работает Марфирина Алексеева. Добрый вечер. В России продолжится разработка ГОСТа в определенных сферах деятельности. Расскажем, в каких. В Ленске закончен второй этап программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. О дальнейшей работе. Стартовала научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Расскажем о трендах в науке и технике. Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Как отметили дату сотрудники надзорного органа. Якутские ученые положат конец гегемону кремния в технологиях, о новой разработке исследователей СВФУ. Отчет правительства Якутии пройдет в традиционном очном формате и начнется в феврале. Глава Якутии поручил внимательно подготовить все материалы, принять график выездов во все районы республики. Якутяне должны получить подробные ответы на все волнующие их вопросы, отметил Айсен Николаев. Он обратил особое внимание на прохождение отопительного сезона, распорядился обеспечить доведение финансовых средств до предприятий ЖКХ. Новый год огненной лошади отметился для россиян изменением правил начисления единого пособия для семей с детьми. Отныне при его расчете не будут учитываться разовые выплаты от работодателей на рождение ребенка. Также не будет считаться и ежемесячная помощь жителям Курской области, которые потеряли свое жилье в результате атак. Получать пособие смогут семьи, чей доход будет не ниже 8 минимальных размеров оплаты труда за расчетный период. Таким образом, сумма будет примерно 216 744 рубля при показателе МРОТ в 27 093 рубля с 2026 года. С января 2026 года стоимость покупки одного пенсионного балла составит 65 600 рублей. Как пояснили в Общественной палате России, за год можно приобрести минимум 8,7 баллов. Для назначения страховой пенсии требуется минимум 30 баллов и 15 лет стажа. При этом закон позволяет докупить не более половины необходимого стажа 7,5 лет, за исключением самозанятых. В этом году в России продолжится разработка стандартов в определенных сферах деятельности. К ним будут относиться станкостроение, робототехника, беспилотники и высокоскоростные железнодорожные магистрали. В перечень также войдут искусственный интеллект, продукты питания и товары для детей. Такой список приводит глава Росстандарта Антон Шалаев. Ведомство планирует создать около 700 ГОСТов, направленных на обеспечение технологического лидерства, и 450 на формирование комфортной и безопасной среды. Бумажные документы постепенно уходят в прошлое. Правительство России расширило сферы применения так называемых цифровых паспортов. О том, что это такое и в каких случаях он может заменить оригинал, расскажем подробнее далее. Довольно часто граждане сталкивались с ситуациями, когда они приходили в заведение, чтобы отдохнуть с друзьями. У них требовали паспорт, а документа с собой не было. Теперь переживать на этот счет не стоит, если у вас всегда под рукой телефон. В сентябре 2023 года правительство приняло постановление о праве россиян вместо оригинала документа предоставлять свои электронные данные с экрана смартфона. Нововведение представляет собой QR-код, сгенерированный на портале госуслуг или мессенджере Макс. При его предъявлении отображаются только необходимые данные для конкретной услуги. Сделать его можно с помощью специального сервиса Госдоки, куда необходимо загрузить фотографию и дать согласие на обработку документов. После процедуры появляется QR-код, который будет цифровым аналогом бумажного паспорта. Минцифры заявила, что использование новой меры абсолютно добровольное и о полной замене главного документа речи не идет. От его электронной версии можно легко отказаться, отозвав разрешение на предоставление собственных данных. До 1 июля 2027 года для этого достаточно электронной подписи.
Воспользоваться цифровым аналогом удостоверения личности вправе лица, достигшие возраста 14 лет и получившие паспорт гражданина РФ. Они должны быть зарегистрированы в единой системе идентификации и аутентификации, а их данные обязаны присутствовать в единой биометрической системе. Мера появилась совсем недавно, поэтому на первом этапе воспользоваться ею можно было далеко не везде. Цифровой паспорт можно было показать в кино или музеях при проходе на мероприятия с возрастными ограничениями и для входа в офисные центры с пропускной системой. Также электронный вариант документа мог быть использован при отправке и получении посылок и заказных писем. С 29 декабря 2025 года начался второй этап внедрения цифровых паспортов в жизнь россиян. Теперь их можно использовать при посещении организаций финансового рынка. К ним относятся банки, страховые компании, инвестиционные фонды, брокерские агентства и тому подобное. В правительстве уточнили, что для использования аналога необходимо соблюдать ряд условий. Самое важное правило – владелец QR-кода обязан присутствовать в организации лично. Чтобы воспользоваться какой-либо услугой банка или страховой компании, гражданин должен быть заранее ими идентифицирован. Это значит, что компания должна предварительно собрать и подтвердить все необходимые сведения о человеке. Если запрошенная услуга требует предъявления оригинала документа на бумажном носителе в соответствии с законодательством, то использовать цифровой паспорт не получится. К таким случаям относится первичное открытие вкладов и счетов в банке. Также электронный аналог не подойдет для сделок с недвижимостью и выдачи доверенностей или при решении наследственных дел. QR-код не поможет и в судебных процессах, получении загранпаспорта, трудоустройстве, выезде за границу и медицинских процедурах, требующих полного пакета оригиналов. Мера все еще остается совсем свежей, и в дальнейшем ее действие планируют расширить. Так, цифровой паспорт можно будет использовать в МФЦ для получения некоторых государственных услуг, в салонах сотовых операторов, в частных клиниках и даже при заселении в гостиницы и отели. В Ленске закончен второй этап программы переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Более 220 домов расселено. Большая часть снесены, пустующие на сегодняшний день остается 90. Их сносом администрация города занимается при поддержке районных властей. Достигнуто соглашение с подрядчиком по ремонту взлетной полосы, о его благотворительной помощи в сносе 20 домов. Главой города ведутся переговоры и с другими строительными компаниями и предприятиями. Перед началом возведения новостроек будут снесены аварийные дома. Так, в ближайшем будущем новостройки появятся около Дворца культуры «Юность», также в районе Центральной котельной. Сейчас мы процесс реализации договоров КРТ начали. Вот схему участков уже застройщики изготовили. Сейчас мы эти схемы утверждаем, выносим постановление, согласовываем с Управлением архитектуры республики. Вся эта процедура до заключения договора о КРТ занимает порядка 3,5-4 месяца. После этого застройщики смогут, во-первых, снесут те дома, которые находятся на этой территории. Тем самым, конечно, и наши вопросы помогут решить. И приступят уже к изысканиям, проектированию, госэкспертизе и непосредственно стройке. 304 года на страже закона. Свой профессиональный праздник отмечают работники прокуратуры. Именно в этот день, в 1722 году, указом Петра I была образована прокуратура Российской империи. Как отметили праздник сотрудники надзорного органа, смотрите в материале Вероники Таюрской. Прокурор – это человек, стоящий на защите наших прав и следящий за соблюдением законодательства. Именно сотрудники надзорного органа становятся последней надеждой для отчаявшихся людей. Об открытости и готовности прокуроров прийти на помощь в восстановлении нарушенных прав, доверия населения свидетельствует тот факт, что люди все чаще и чаще обращаются к нам своими проблемами, требующими юридической оценки. Сегодня роль прокуратуры не только сохраняется, но и становится все более очевидной и необходимой. Авторитет и признание органов прокуратуры обеспечиваются в первую очередь нашими реальными делами. Как и 300 лет назад, сотрудники прокуратуры готовы прийти на помощь. Сегодня в профессиональный праздник специалистов чествовали в Республиканской прокуратуре. Со словами благодарности к блюстителям закона обратился глава региона Айсан Николаев. Наш президент назвал работу органов прокуратуры одним из важнейших звеньев в системе управления страны. Я высоко ценю сложившийся уровень нашего взаимодействия с прокуратурой республики. Благодарю вас всех за совместную работу во благо жителей Якутии.
каждый сотрудник прокуратуры Республики Саха-Якутия вносит вклад в общественно-политическую стабильность и устойчивое развитие республики. В этот день в актовом зале прокуратуры чествовали отличившихся сотрудников. За высокие заслуги наградами Генпрокурора России были отмечены 9 работников. Еще 25 сотрудников были поощрены прокурором Якутии. Подведены итоги профессиональных конкурсов, где в частности лучшей прокуратурой по итогам 2025 года признаны прокуратурой Анабарского района прокурор Алексей Спартакович Петров и города Нерюнгри прокурор Виталий Александрович Аникеев. Сегодня в органах прокуратуры Якутии работает свыше 400 сотрудников. Для многих из них награды показали результат сплоченной и коллективной работы. Я хочу передать слова своей благодарности своим коллегам, с которыми я работаю и работал, благодаря которым мы совместной командой, да, и я так считаю, что мы получили эту награду за совместный труд, за это им спасибо. Данное решение принято комиссионно по результатам надзорной деятельности прокуратуры города Нерюнгри в 2025 году. В число сотрудников прокуратуры входит 18 оперативных сотрудников, и это совместный труд всего коллектива. Обеспечение единства правового пространства – вот главная и основная цель совместной работы прокуратуры республики и правительства Якутии. За 2025 год слаженная работа двух органов позволила провести работу по совершенствованию республиканского законодательства. Вероника Таюрская, Джилстан Иннокентьев, Якутск. Якутские ученые положат конец гегемону кремния в технологиях. По крайней мере, этим грозит новая разработка исследователей СВФУ. Она позволяет синтезировать материал, который обладает всеми качествами для применения в разных отраслях промышленности. Что из нее производит и когда разработка выйдет на рынок, расскажет Саргалана Неустроева. Вот за такой, казалось бы, кустарной установкой вполне возможно скрывается все будущее отечественной промышленности. Это установка быстрого джоулевого нагрева, которая производит графен, а из него, в свою очередь, производится все то, чем вы пользуетесь ежедневно. Ну, например, смартфоны. Почему именно графен? Потому что графен обладает выдающимися физико-химическими свойствами, которые могут быть использованы в качестве переходного материала для электроники. Сейчас кремниевая электроника, а графен может выступить в качестве замещения вот этой кремниевой электроники. Еще одно преимущество материала – синтезировать графен можно из обычного вторсырья. В ход пойдет любой пластик и даже кожура от банана. Но самое главное, что та самая экспериментальная установка позволяет получить графен наивысшего качества с уникальной структурой. Итоги такого производства по достоинству оценило мировое научное сообщество. Сейчас лаборатория является автором 5 патентов по быстрому джоулевому нагреву. Были выпущены статьи, в том числе высокорейтинговые. В общем, разработке была дана фундаментальная база. Теперь в задачах у ученых довести ее до идеала, масштабировать и автоматизировать. В последнем исследователям помогают студенты. Так, прототип системы автоматизации был разработан совместными усилиями ученых и учащегося кафедры радиофизики и электронных систем СВФУ. Она работает на шаговых двигателях, то есть система довольно простая. С помощью направляющих электрод графитовый поднимается вверх или вниз, и снизу есть также шаговый двигатель, к которому подключен также электрод графитовый, и который будет открывать и закрывать кварцевую трубку, в которой будет проходить сам синтез. Сегодня установку быстрого джоулевого нагрева можно смело назвать флагманским проектом лаборатории. Да что уж там, даже западные коллеги наших ученых не смогли достичь того качества графена, который синтезируют в Якутске. Еще 2 года, и этот материал выйдет на рынок. Такой срок дают исследователи. Саргалана Неустроева, Виктор Дичковский, Якутск. Пока многие наши зрители отдыхали во время новогодних выходных, были и те, кто трудились, причем трудились умственно. Сегодня стартовала очередная научно-практическая конференция «Шаг в будущее». Ознакомиться с трендами в науке и технике, а также пообщаться с будущими светилами науки отправилась и моя коллега Надежда Саханская. Под сводами «Триумфа» яблоку негде упасть. Пространство наполнено энергией юных умов. Каждый проект – это плод многодневного труда. Работы, что называется, кто во что горазд. От литературоведческих из цикла «Что хотел сказать автор» до создания вендингового автомата.
В этом году знаковое событие отмечается круглой датой. Конкурс проводится уже в 30-й раз. За право называться лучшими поборется более 1500 школьников 5-11 классов со всех районов республики. В очном формате и онлайн-формат. И в результате появляются возможности для появления новых подсекций. А новые подсекции – это, по сути, реакция образования, исследовательского проекта на те или иные вызовы. Каждый проект – результат кропотливой работы школьника и его научного руководителя. Работа над проектами проводится в течение года. Ребята и члены комиссии смотрят на работы друг друга и знакомятся с исследованиями. Ну а привлечь свое внимание на научно-практической конференции можно даже и с помощью громкого звука. Вот, например, у нас такой что-то вроде самодельного стратокастера. Давайте попробуем сыграть, потому что я видела, как у участника получается, причем довольно-таки хорошо. Александру Ефимову, который своими руками собрал гитару, всего 14 лет. Ученик технического лицея свою работу проводил почти 1,5 года. Вдохновился законом Фарадея. Когда есть постоянный магнит и катушка есть медная. И знаете, как работает? Тут есть магнитное поле. Здесь вибрация, когда мы дергаем струну. Потом этот сигнал передается в усилитель. Вот сам сигнал. Это красно обозначается. Это сама схема этой гитары. У меня тут 2 хамбакера. 2 потенциометра, 1 переключатель трехпозиционный, конденсатор и само гнездо. Искать необычное следует в обыденном. Вот простой секрет исследователей на все времена. Причем сегодня вдохновением могут послужить не только точные науки, но и геополитическая обстановка. Еще один герой нашего сегодняшнего сюжета, тоже Александр, но уже из Усть-Алданского улуса, активно интересуется политикой и личностями не только республиканского, но и международного масштабов. Например, Барак Обама, тот же или Дональд Трамп очень эмоциональные, а мы, якуты, спокойные. А сами какие жесты чаще всего используете? Ну, как видите, я использую шпиль часто, ну и руки домиком, ну и еще и так. Ну и улыбку какую-то использую, по крайней мере. В 30-й раз конференция открывает двери для тех, кто уже сегодня готов менять мир своими исследованиями. От точных наук до гуманитарных дисциплин участники демонстрируют не только глубину знаний, но и владение международным языком науки. Возможно, их открытия уже завтра станут основой для серьезных научных достижений. Надежда Саханская, Нургун Старостин, Якутск. В Якутске стартует региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, крупнейшего интеллектуального состязания в стране. Участие примут ученики из районных и столичных школ. В январе они будут соревноваться по таким предметам, как биология, информатика, история и русский язык. В феврале по математике, экологии, литературе и иностранным языкам. А завершится региональный этап под конец зимы по основам безопасности и защиты Родины, а также по искусству. Победители и призеры получат возможность пройти на всероссийский уровень и побороться за шанс попасть в состав сборных команд России для участия в международных олимпиадах. По экономике сегодня у нас проходит в стенах нашего университета региональный этап. У нас принимают участие победители. Это около 60 детей из центральных улусов, в том числе есть из южных, это Снерюнгри, с северных Жиганский, Тампонский, Верхоянские улусы и, конечно же, Вилюйская группа улусов. После регионального этапа, когда станут уже известны результаты окончательные, ребята будут направлены на заключительный этап. В Нерюнгри легендарные группы «Экзотика» и «Золотой состав» группы «Стрелки» представили свое грандиозное совместное шоу, которое перевернуло представление о том, как можно встречать Новый год. Посмотрим, как это было. С самого начала было ясно, это будет необычно. Все 3 дня огромная сцена Центра культуры и духовности жила своей жизнью. Играли сложные световые партии. На гигантских экранах запускалось тематическое видео. Безупречная хореография, ослепительные костюмы и заряд энергии, способные растопить даже зимнюю стужу за стенами зала, прогремели как гимны всеобщего единения. Зал пел и танцевал, не скрывая эмоций.
За все 3 концерта кайфанули, слушайте, ну это просто на грани. И вот именно эти 3 концерта давались с такой легкостью, что детям, что мне, что участникам. Любой процесс с артистами, он сложный, потому что артисты в группе «Стрелки» юбилей мы празднуем, 28 лет. Но, по моему мнению, все-таки музыка какая-то немножечко другая была, живая. И она, слушайте, ну, сложно, наверное, поверить, но она и зацепила и детей. Ты бросил меня на вечеринке, вообще вы все видели. Еще вы видите «Шипы и розы», все их хиты, все их сливки зашли. И детям, и взрослым. В общем, получилось, я считаю. Свет, лазеры, спецэффекты были не просто фоном, а полноценными персонажами, которые идеально дополняли каждую композицию. Уже в который раз не оставляет равнодушным вся огромная проделанная работа Алексея Грошева над концертом. Сплоченная команда «Экзотики» вновь и вновь удивила нерюнгринского зрителя. Мы считаем, что на таких людях, на таких коллективах держится страна, держится, я не побоюсь этого слова, глубинка. Вы находитесь очень далеко от нас, от центра, и мы очень много где были. Мы видели Россию много-много раз по кругу, и очень мало где есть такие люди, которые объединяют население, целый город в одном месте, которые дают смыслы людям в своих городах. Особенно детям. От мала до велика. И мы, конечно, очень рады, что мы увидели сегодня всех. Ну, я так понимаю, в принципе, мы увидели такой весь активный город. Этот концерт стал для многих путешествием в лучшие годы. Ностальгия по беззаботным 2000-м, подкрепленная невероятной современной подачей, сработала безотказно. В зале можно было видеть и подростков, впервые открывающих для себя эти хиты, и взрослых людей. Иван Лазаренко, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.